оказывается, думают, что они во всем правы. Ну, конечно, они не правы. И есть сейчас процент людей, которые говорят о том, что нужно прекращать эту войну. Одни говорят, значит, раньше этого не было, не могли говорить. Даже какой-то там капитан или майор там выступил и начал там заявлять: Путин, прими меня, туда-сюда его приняли. Потом его посадили на 11 суток, потом другие. То есть вот такое движение начинается там. То есть это говорит о том, что нужно побольше, как говорится, вот эту вот ихнюю основную базу, которая дает возможность им, значит, продолжать войну, ликвидирует эту. Я имею в виду НПЗ, другие военные базы, оружие, все, которое есть у них, есть. Украина сейчас на передовом фланге, она делает лучшие, значит, ракеты, можно сказать, лучшие дроны, она ими может пользоваться, она может, значит, и этот Крымский мост, и Крым захватить в принципе, может. Но они сейчас практически блокировали переезд по этому Крымскому мосту, там только пешеходные такие дела. И тамошние руководители там тоже всякие разговоры ведут, мы слышим и видим это. В общем, вот такая ситуация в целом. А уже начнут ли они войну или пойдут ли они на нашу республику? Да, они могут спровоцировать это, могут. Поэтому я и говорю, для этой провокации нужно, чтобы какие-то... Они да и сами могут это реализовать, но если еще у нас здесь есть люди, которые говорят, мы пойдем туда, захватим, создадим государство. Вот эти люди, которые говорят, они в этом, они до сих пор это договорили. Но что-то я смотрю, сейчас у них пыл упал, нет, уже они другое говорят. Они говорят, нет, мы туда не пойдем, мы только мирно пойдем. Это говорят. Так что наши тоже, так сказать, отщепенцы или наши соперники, скажем, которые вместе с Россией практически им помогают своими действиями, они тоже разуметь стали, что так нельзя. То вначале они были все религиозники, но практически. И Закаев тот же религиозник, они в 17 году приняли там решение, что и даже по YouTube выступал. Мы мы, значит, 2002 года принимаем, а до этого он был демократ, потом он стал мусульманином. Вот, так? Сейчас, когда его спрашивают украинцы или там мы на этом, как вы будете там себя вести? Он отвечает, мы, конечно, мы демократы, у нас все такое. А у них там принято внизу поднять, посмотреть, где он принят. То есть вот такие смешные вещи делают эти люди. Конечно, они некомпетентны, у них там какие-то там, значит, знания накопили они по нашим делам. А в целом они некомпетентны в этих вопросах, почему и как. Почему некомпетентны? В основном потому, что все действия, которые они принимали, решения, которые они принимали, абсолютно противоречат на основе нашего государства, противоречат основе нашей Конституции и воле нашего народа референдума. И международного права в этом в том числе. Так значит, компетенции у них нету. И они нагло вот такие вещи говорят. Мы им говорим и сейчас, и раньше говорили, уйдите оттуда, вернитесь в конституционное поле и давайте на Западе работать вместе. У нас есть легитимный представитель власти, это президиум, который имеет цепочку, которые назначены. Это люди, которые не создают какое-то правительство или какое-то государство. Это люди, которые есть представители той власти, которая у нас создана в 97-м, избрана. Мы представители этой власти, мы ничего не создаем. Мы находимся в тех же должностях, которые были у нас. И мы поэтому решили, в связи с тем, что эти вот так у себя повели, мы решили, значит, создать временный рабочий орган, назвали его Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Они как огня боятся его, этого президиума. Боятся и хотели бы, чтобы мы еще там взяли, подписали, туда втащили их туда. Но мы их не будем втягивать, мы их не будем брать, потому что мы не будем им давать полномочий никаких. Потому что мы изучили, кто есть кто, как они себя ведут, все. Эти люди должны признать свои ошибки
и вернуться в конституционное поле.